Кеш жарған біз ары қарай жалғастырамыз. Вечерний прайм-тайм продолжает программа «Новое время». В ближайшие полчаса расскажем о самых интересных новостях этого дня. В студии Айгуль Мукей, сурдопереводчик Бахдаулет Кошбанов. По приглашению главы государства в Казахстан с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В Ахорде состоялся торжественный прием, прошли переговоры в узком и расширенном составе. По итогам насыщенной программы визита гость поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Тему продолжит Кунсая Курмет. Первая встреча президента Касым-Жомарта Токаева и Олафа Шольца в статусе канцлера прошла ровно год назад, в это же время, но в Берлине. Тогда, во время своего официального визита в Германию, лидеры договорились усилить работу по реализации совместных проектов. Речь шла о нефтехимии, металлургии, транспорте, логистике, а также горнодобывающей промышленности и энергетике. Уже сегодня стороны сверили часы, обсудили дальнейшие планы взаимодействия и, конечно же, международную повестку. Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей. Казахстан, богатый природными ресурсами и имеющий отличный транзитный потенциал, всегда был для Германии приоритетным партнером в Центральной Азии. Об этом говорят и цифры. Взаимный товарооборот за 7 месяцев этого года составил 2,3 миллиарда долларов. Экспорт из Казахстана в Германию вырос почти на 3%, что в денежном выражении составило 662 миллиона долларов. Нефти и нефтепродуктов наша страна наторговала на 523 миллиона больше. На самом деле, давайте начнем с того, что у нас с Германией очень давние и близкие взаимоотношения. Вот даже на текущий момент сейчас у нас реализовано в Казахстане 21 проект с участием немецкого капитала. Общий объем инвестиций составляет порядка 1 миллиарда евро. В данном случае мы говорим и о производстве строительных материалов, мы говорим о производстве запорной арматуры. У нас в Караганде работает компания Бёмер, например. Компания Кнауф, очень известный бренд в области сухих смесей, уже давно на территории Казахстана работает. Во время прошлой встречи с Олафом Шольцем президент Токаев предложил создать сырьевой консорциум в виде запас редкоземельных металлов у Казахстана на 46 триллионов долларов. Тогда же договорились и о партнерстве в зеленой трансформации и даже привлекли первые 50 миллиардов долларов. Вместе с инвестициями немцы делятся как с технологиями, так и кадрами. Подготовка специалистов для энергетики, для теплоэнергетики в частности, энергоменеджмента будет вестись совместно с немецкими коллегами. Для нас это очень важно, потому что с точки зрения управления энергетическими сетями, выработкой электроэнергии Германия тоже очень сильный инжиниринговый центр компетенции. Второе большое соглашение – это на базе Восточно-Казахстанского технического университета создается казахстанско-немецкий центр, научный центр в сфере металлургии. На базе Национального аграрного университета Алматыда будет создан совместный научный центр по водной проблематике. По итогу встреч Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами. А члены делегации подписали 3 меморандума в банковской сфере и высшем образовании. И как всегда бывает на встречах самого высокого уровня, в центре внимания всегда международная повестка. Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался об урегулировании ситуации вокруг Украины. Позиция Казахстана ясна. Наша страна только за мирное регулирование острых ситуаций. Хоть и шанс на перемирие был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, возможность на достижение мира по-прежнему существует, отметил президент Казахстана. Кстати, продолжает тему геополитики. Завтра в Астане Олаф Шольц примет участие в саммите Си-5+1 и встретится с лидерами Центральноазиатской пятерки. Кунсая Курмет, Нурали Кудайбергенов, Жбек Жолы.
Итак, с 2005 года прямые инвестиции из Германии в экономику нашей страны составили около 6,7 миллиардов долларов. Отрадно, что 90% этих средств приходится на несырьевой сектор. За 2 года почти в 2 раза вырос товарооборот между Казахстаном и Германией. Если в 2021 году он составлял 2,2 миллиарда долларов, то по итогам 2023 года он приблизился к отметке в 4 миллиарда. Таким образом, Германия входит в число 10 самых крупных торговых партнеров нашей страны. Из прошлогоднего товарооборота порядка 742 миллионов долларов пришлись на казахстанский экспорт. Остальная часть – это импорт из Германии в объеме более 3 миллиардов долларов. Больше 6 миллиардов долларов планируют инвестировать немецкие предприниматели в Казахстан. Об этом стороны договорились в ходе бизнес-форума. Отмечу, что стороны достигли соглашения по реализации 35 проектов, нацеленных расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами. О чем еще говорили на встрече, расскажет мой коллега Тамерлан Тлеубаев. Он сейчас на прямой связи со студией. Тамерлан, добрый вечер. В целом, расскажите об итогах бизнес-форума. Айгуль, приветствую. Сразу скажу, основная часть бизнес-форума недавно завершилась. Теперь бизнесмены общаются, обмениваются номерами и обсуждают планы. Но в целом рассказать есть о чем. Перед началом казахско-германского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов. Он отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран. А уже после глава государства и федеральный канцлер Германии подписали 35 экономических документов, нацеленных развивать такие сферы, как логистика, зеленая энергетика, машиностроение, а также, внимание, образование. В нашем МИДе отмечают, что Германия всегда охотно сотрудничает с Казахстаном. Давайте послушаем Габидуллу Успанкулова, председателя комитета по инвестициям. Германские инвестиции в большинстве 90% направлены на несырьевой сектор, на переработку, обработку, выпуск продукции, на конечный результат. И второе, то, что с других стран инвестиции приходят деньгами в основном. Но с германской стороны инвестиции приходят помимо денег еще с технологиями, новыми технологиями. Мы все знаем, что германская сторона при разделении своей технологии, она очень аккуратно относится к стране. Поэтому, если с Казахстаном делятся с технологиями, то очень высокое доверие к нашим компаниям. Да, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европейском Союзе. Это отметил и президент Токаев, добавив, что для немецких предпринимателей сегодня открыты все дороги, имеются обширные бизнес-возможности для реализации их инициатив. Кстати, один из подписанных сегодня документов нацелен исключить излишнюю бюрократизацию. Об этом нам сказал Арман Шакалиев, глава Минторговли. Техническое регламентирование – одна из наболевших тем, которая вновь и вновь всплывает при экспорте товаров из Казахстана в Германию. Этот вопрос мы давно обсуждали с немецкими коллегами и, наконец, пришли к ряду решений, которые позволят нам облегчить механизмы товарооборота и таким образом увеличить поставки продукции в республику. Сельское хозяйство – еще одна из ведущих отраслей Германии, и здесь также готовы делиться технологиями. В частности, Ольга Хунгер, она прибыла из Германии и готова помочь нашим аграриям освоить технологию беспочвенной обработки земли, то есть к прямому посеву, ну и в целом распространить имеющийся опыт в Центральной Азии. Вот что она сказала. Есть такие направления, как внедрение цифровизации в сельском хозяйстве, как в растениеводстве, так и в животноводстве, внедрение ресурсосберегающих технологий. В Казахстане очень большая проблема с эрозией почв, с задержанием влаги. И в этом направлении мы, как Германия, помогаем внедрять данные технологии.
Еще раз напомню, было подписано 35 экономических документов, благодаря чему Казахстан и Германия расширяют горизонты сотрудничества. Айгуль, на этом у меня все. Вам слово. Да, спасибо большое, Тамерлан. Как вы отметили, 35 соглашений на сумму больше 6 миллиардов долларов сегодня заключили на казахстанском немецком бизнес-форуме. Один из них – это строительство аэропорта в специальной экономической зоне Харгос. За его реализацию взялась немецкая компания Sky Hansa. Общая стоимость инвестиций превышает 500 миллионов евро. Планируется, что производительность аэропорта составит 50 тысяч тонн грузов в год, а пропускная способность пассажирского потока до 500 человек в час. По предварительным оценкам, воздушная гавань начнет работу в 2027 году. Сегодня стали известны детали проекта. Меморандум уже подписан. На полную мощность проект, по нашим оценкам, заработает в 2032 году. Все-таки хочу отметить, что в первую очередь аэропорт будет предназначен для грузовых перевозок, для развития транспортного и транзитного потенциала страны. В рамках строительства планируется также реализация топливного хаба на базе нового поколения авиатоплива. Еще запланировано строительство авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов. В целом этот проект даст мощный толчок для развития региона и наращивания торгового потенциала страны. Планируют зарубежные бизнесмены инвестировать и в развитие аграрной сферы. К примеру, немецкая компания «Класс», одна из лучших в производстве сельскохозяйственной техники, у нас уже реализовала один из своих проектов по сборке сельхозтехники и оборудования. Теперь же они планируют построить завод уже по производству сельхозтехники. Стоимость проекта составляет ориентировочно $1 миллиард. Немецкая техника считается одна из лучших, мы это прекрасно понимаем, да, для фермеров. Это первое. Второе, Байтерек будет предоставлять эту технику на льготных условиях. Это второе. А что важно для бизнеса, именно для тех, кто открывают, здесь вы знаете, что немецкие инвестиции – это не только финансовые деньги, да, не только потоки, но и самое главное – это стандарты, высокие стандарты. Когда немецкий бизнес приходит в другие страны, в том числе Казахстан, они за собой тянут высокие экологические стандарты. То есть любое производство, которое они открывают, они гарантируют, что это будет минимальное влияние на экологическую среду. Еще одна новость из Ахорды. Касым-Жомарт Токаев сегодня торжественно вручил Халық Кахарманы Сату Тохпахпаеву знак особого отличия – золотую звезду и орден Отан. Церемония прошла в Ахорде. Президент отметил, что Сат Бисимбаевич пользуется большим уважением в обществе, а его биография неразрывно связана с жизнью страны. В свою очередь Сат Тохпахпаев поблагодарил главу государства за признание его заслуг и в сфере национальной безопасности и обеспечения стабильности нашей страны. Вы верно служили нашей Родине. Сразу после обретения независимости Казахстаном вы выполняли особо ответственные задачи, неустанно трудились во имя сохранения стабильности и целостности нашей страны. Это настоящий подвиг. Мы ценим, что и сейчас вы трудитесь во благо народа. Вы достойный гражданин Казахстана. Я целиком и полностью разделяю ваши усилия по построению справедливого Казахстана и вашу политику, направленную на превращение нашей отчизны в страну, отвечающую чаяниям народа. Я неизменно поддерживаю ваш курс на укрепление нашей независимости. Пусть в Казахстане никогда не будет ни внутренних, ни внешних конфликтов. Пусть в нашей стране всегда царят стабильность, единство и сплоченность. Призерам Паралимпиады и их тренерам от имени президента страны сегодня вручили государственные награды. Указом президента орденами Баррес 1 и 3 степени награждены первый в стране двукратный чемпион в парапауэрлифтинге Давид Дегтярев и чемпионка Паралимпийских игр в Париже и первая обладательница золота в пара-дзюдо Ахмарал Науатбек. Серебряные медалисты стрелок Еркин Габасов, пловец Нурдаулет Джумагали и дзюдоист Шамей Ергали стали кавалерами ордена Парасат. Орденом Хурмет награждены бронзовые призеры Дастан Мугашбеков, Зарина Райфова, Даяна Федосова и Журхамрза Шикурбеков. Высоких наград также удостоены главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. Благодарность вам и всему народу Казахстана за поддержку. Защита чести нашей страны на Паралимпийских играх в Париже стала для меня огромной гордостью.
Мы упорно работали, чтобы завоевать медали, а наши тренера вложили все свои навыки в нашу победу. Я рад, что стал первым двукратным паралимпийским чемпионом и смог внести свой вклад в укрепление имиджа нашего Казахстана на международной арене. Напомню, честь Казахстана в Париже защищали 44 спортсмена в 9 видах спорта и установили исторический рекорд, завоевав 9 медалей, из которых 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Я сегодня удостоилась указом президента ордена Барыс третьей степени. Выражаю благодарность в том числе моему тренеру. В парадзюдо я пришла в 2021 году и с тех пор начала готовиться к Паралимпиаде. Рада, что дошла до цели и осуществила свою давнюю мечту. Все об АЭС теперь можно узнать на официальном сайте Народного штаба за строительство АЭС. Здесь есть материалы об истории развития атомной энергетики в мире, начиная от количества АЭС и международного опыта до стандартов безопасности и особенностей реакторов нового поколения. В рубрике «Часто задаваемые вопросы» можно найти ответы на самые популярные. Есть информация и по предстоящему референдуму. Кстати, на портале запустили обратный отчет до начала предстоящего всенародного голосования. Напомню, Народный штаб за строительство АЭС объединил около 250 представителей от 6 политических партий и порядка 20 республиканских общественных объединений. О его создании сообщил спикер Мажилиса, председатель партии «Аманат» Ерлан Хошанов. Переход на атомную энергетику поможет создать в стране дополнительные рабочие места и даст положительную динамику в развитии экономики. Такого мнения придерживается инженер-энергетик из Ахтубе Арман Монтай. Запуск АЭС будет способствовать развитию регионов. Появятся новые производства, которым потребуется большой объем электроэнергии. А из-за ее недостаточности, к слову, в Актюбинской области на сегодня не начаты некоторые бизнес-проекты. У нас появится свободная энергия. За счет этой свободной энергии мы сможем строить уже фабрики, заводы в других областях. И это приведет к росту экономики и приведет к тому, что безработица в Казахстане снизится. Где там будет завод строить или фабрику, там уже, естественно, будет же набор людей, рабочие места. Это все же надо будет все обслуживать. Этот АЭС будет обслуживать многие компании. Общественники в Усть-Каменогорске также высказывают мнение по поводу строительства АЭС. Научные сотрудники Восточно-Казахстанского технического университета уверены, будущее за атомной энергетикой, которая сможет решить вопрос энергодефицита. При этом проект важен для развития экономики, говорят эксперты. Немаловажным фактом является и то, что Казахстан способен обеспечивать атомную станцию урановыми таблетками собственного производства, которые, кстати, выпускают в Усть-Каменогорске. Атомная электростанция строится во всем мире, поэтому необходимость ее строительства у нас есть. Даже в нашем регионе это чувствуется. Это особенно чувствуется по вечерам, часовый пик, когда народ использует большее количество энергии. Нехватки электричества у нас компенсируются за счет Российской Федерации. И чтобы избежать этого, нам необходимо строить атомную электростанцию. К другим темам. Буллинг в школах стал глобальной мировой проблемой. В нашей стране также фиксируются такие случаи, каждый из которых становится предметом детального разбора. Какие меры для борьбы с детской жестокостью уже приняты в Казахстане и какие еще предлагаются, расскажут мои коллеги в следующем материале. Буллинг в подростковой среде – это травля, насмешки, унижение и оскорбление. К сожалению, порой доходит до крайних, порой непоправимых случаев. Детская жестокость – это мировая проблема, которая, к сожалению, не обошла и нашу страну. Недавно в Актюбинской области в селе Копа старшеклассники буквально забили до смерти ученика 9 класса. В Астане дети пытались сбросить 5-летнего мальчика с 5-го этажа ради забавы. А подростки из столичной гимназии сняли на видео, как избивают сверстника. Не молчать, не бояться, защищать свои права. Такие случаи не должны оставаться безнаказанными. Главный принцип правового механизма – это неотвратимость наказания. Другие будут смотреть и воздерживаться от такого рода действий. Главное
проблема буллинга в сложности его выявления, потому что буллинг происходит без участия взрослых. Именно поэтому выявить его, особенно на ранних стадиях, очень тяжело. Но почему буллинг стал мировой проблемой? Почему дети становятся жестокими? Я считаю, что нужно ужесточить наказание. Я понимаю, как это детям, которые прошли через буллинг, и люди, то есть им это очень больно. Я сама такое пережила. В начальных классах до 9 класса буллили те, которые завидуют тебе. Даже дело доходило, что хотелось как-то спрыгнуть откуда-то до самоубийства. Да? Родина начинается с отчего дома. Дети копируют поведение взрослых. Мы, взрослые люди, должны правильно воспитывать молодых. Все начинается с семьи. Эксперты говорят, сегодня преобладает вербальный буллинг, оскорбления и угрозы в интернете. При этом кибербуллинг затрагивает более половины детей от 12 до 15 лет. Причины разные. От отсутствия воспитания до влияния социальных сетей, а последствия могут быть разными. Ребенок начинает замыкаться в себе, он начинает терять свою самооценку. И потом уже видим, когда ребенок начинает играть в компьютерные игры или, например, он уже режет себе руки. Но самые страшные последствия – это, конечно, желание покончить жизнь самоубийством. Предотвратить буллинг на ранних стадиях можно и нужно, уверены психологи. В нашей стране есть и другой опыт. Общественники Алматы 3 года назад создали сообщество «Антибуллинг». Они оказывают квалифицированную помощь во всех регионах страны. Мы собираем Zoom, где консилиум экспертов со всего Казахстана. Мы внимательно выслушиваем, собираем там, какие есть факты, какие факты можно подтвердить, все документы, которые есть, выслушиваем. К нам обращаются именно родители. В этом вопросе надо действовать сообща, считают эксперты. Для государства проблема буллинга под пристальным вниманием. Во всех регионах работают представители по правам детей. Запущена единая телефонная линия 111 по правам детей и женщин. В 110 школах страны запустили пилотные программы антибуллинга. Кива и Дасмоллаях направленные на разрешение и выявление конфликтов. А в более 6 тысячах школ работают центры поддержки родителей. Программа охватывает всех учеников. Мы работаем по таким направлениям, как профилактика суицида, профилактика девиантного поведения, взаимоотношения с родителями. Для педагогов обязательно проводим семинары, разработаны методические рекомендации. За последнее время в подростковой среде выявлены и взяты на контроль 1700 неформальных лидеров, негативно влияющих на сверстников. В целом же за последние 5 лет подростковая преступность снижена на 30%, в текущем году на 5% по сравнению с прошлым годом. Проблема буллинга решается на законодательном уровне. Впервые в Казахстане было введено понятие буллинг. Из-за него подростки несут административную ответственность. Более того, в ближайшее время правительством будет разработан новый комплекс дополнительных мер по дальнейшему снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Айман Каймульдина, Ерик Керимкулов, Жибек Жола, Алматы. И действительно, реальные истории буллинга бьют в самое сердце. И, кстати, уже сегодня на нашем эфире телеканале «Жибек Жола» стартует премьера собственного сериала «Жизомбыр». 111 – это номер телефона круглосуточной службы МВД по вопросам насилия и защиты прав женщин и детей. 111 – эти 3 цифры стали спасательным кругом для тех, кто нуждается в экстренной помощи. Зрителей нашего канала ждет реалистичная драма длиной в 40 серий, сценарий каждой из которых был написан женщинами. Истории многие были взяты на самом деле из жизни, поэтому мы позиционируем свой сериал как основан на реальных событиях. Мы, конечно, поменяли имена, то есть изменили, добавили художественные какие-то моменты, но при этом многое вам может быть знакомо, даже где-то вы, возможно, слышали. Отмечу, «Жизомбыр» стал первым собственным телесериалом телеканала «Жибек Жола». Премьера состоится уже сегодня в 22 часа. Новые серии будут выходить в это время с понедельника по пятницу. Поэтому приглашаем вас проводить вечера вместе с телеканалом «Жибек Жола», просматривая новый сериал «111». И на этом у меня все. А в информационной студии «Жибек Жола» уже находится политический обозреватель Газиз Абишев. Газиз вновь готов поделиться своими мыслями по самым актуальным вопросам. Сегодня тема выпуска «Казахстан-Германия». Это так, Газиз, я не ошибаюсь? Да, Игуль, здравствуйте. Это аналитический обзор с Газизом Абишевым. Добрый вечер.